Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Мы вам покажем». И сегодня мы в гостях у Анастасии Ивановой. Анастасия делает топеры из маршмеллоу. Анастасия, для тех, кто не знает, что это такое? Я делаю маршмеллоу, маленькие фигурки и топеры, которые сегодня будем делать. Они могут украшать торты, можно их просто так есть, как фигурки, на подарок. То есть топеры, они на шпажке, да? Да, на палочке, на имеют шпажке. форму, да, получается? Это получается просто маршмеллоу, да? Да, Тоже очень красивые работы. фигурный маршмеллоу. Давайте я расскажу, из чего я делаю маршмеллоу. Сегодня я подготовила уже нужные ингредиенты. Это у нас сахар, вода, альбумин. Это сухой белок. Я использую именно сухой белок, потому что термической обработки нет. Фигурки сохнут сами по себе, схватываются. Поэтому безопаснее использовать, конечно, альбумин, сухой белок. Также нам сегодня понадобятся пищевые красители, крахмал, соответственно, шпажки, кисточки, термометр, пакетики. Сейчас я буду взбивать массу. Это альбумин с водой. Буду постепенно добавлять сахар. Взбиваем до крепких пик. Параллельно у меня варится сироп. Нужно доварить его до температуры 111-113 градусов. И в это же время подготавливаем духовку для того, чтобы масса там лежала и не схватывалась. Температура нужна будет 35-40 градусов примерно. Важно делать это, наверное, все, да, одновременно, Да. чтобы... У меня там лежит термометр. Температура нужная. Пока можем оставить остывать. Масса наша готова. Взбили до крепких пик. Угу. Сейчас нужно будет подготовить желатин, растопить. Давайте я помогу. Давайте. Здесь у нас замоченный желатин, он впитал воду, и сейчас нам его необходимо растопить. Но он нагрелся, такой жиденький. Давайте тогда. Потому что сегодня делаем половинку порции. На целую я делаю вот по 10 секунд. Все хорошо. Чуть-чуть разогреем сироп до пузырьков, чтобы он стал жидким, потому что он уже застыл. Он немножко подгустел. А микроволновку, напомните, до скольки градусов разогреваем? Духовку разогреваем до 35-40 градусов. Все это у нас процесс подготовки массы, правильно? Да. Сироп у нас уже подготовился. И потихонечку, тонкой струйкой вводим в массу. И также желатин. Все, полностью все. Пока масса у нас лежит в духовке, ждет своего времени, мы подготавливаем поверхность для отсадки фигурок. Обязательно нужно покрыть поверхность крахмалом, потому что если этого не сделать, то фигурка прилипнет. Обильно припудриваем. Это должен быть обязательно крахмал, правильно? Да. То есть, например, мука не подойдет? Нет, и крахмал только кукурузный, потому что от картофельного пахнет овощами. Только кукурузный. Так, все. Поверхность у нас готова.
Также у нас готовы палочки. Мгм. Сейчас расскажу, что будем делать. Мы сегодня будем делать единорожку. Нам нужны будут разные цвета, поэтому подготовили пакетики, мешочки. И сейчас будем окрашивать массу. Так, вот наша масса белая. Обязательно ее нужно вот так перемешать перед использованием, потому что пока она лежит, в ней образуются пузырьки. Вот таким вот действием мы эти пузырьки взбиваем, и как бы масса уже не пузырится. Массу можно окрашивать двумя способами. Сразу же можно в пакетике, как сейчас я покажу, либо можно положить ее в тарелочку, смешать и потом уже добавлять в пакетик. Добавляем немножечко. Вот. Это у нас будет, давайте, фиолетовый цвет. Давайте. Что делаем по задумке? Что это будет? Сказочный персонаж? Это будет единорожка у нас. Отлично. Маленькую капельку совсем добавляем. И перемешиваем. Да, и внутри прям перемешиваем. Прям видно, как смешивается, да, цвет, Угу. распределяется. Можно еще чуть-чуть добавить для яркости. Мгм. Такой увлекательный процесс. Очень творческий. То есть можно любые оттенки смешать, да, в каком вам Да. необходимо. Да, то есть вы контролируете насыщенность цвета. Так, и немножко для рога мы сделаем желтого. Желтого сделаем насыщенного. Что мы за красители используем? Это пищевой краситель, правильно? Пищевой, да, жидкий краситель. То есть, наверное, в каких-то кондитерских магазинах можно Да, найти, да. да, всю эту продукцию. Анастасия, а как вообще пришла идея делать маршмеллоу? Я увидела на просторах соцсетей в интернете, как девушка делает такие красивые фигурки, и прям загорелась. И попросила мастер-класс на день рождения. Вот в ноябре у меня был день рождения. Вам подарили? Да, мне подарили, и с ноября я вот начала изготавливать фигурки. Так, желтенький у нас тоже готов. Готов. Мгм. Ага. Сейчас я тогда разделю нашу массу, вам беленькую половинку. То есть это будет основа, да? Да. Единорожка у нас будет белая. Сначала перемешаем массу. Вот прям берете за кончик. Ага, как И- бы фиксируем. Да, чтобы не вытекало. И туда прям вовнутрь, в пакетик. Все, сейчас самое главное это зафиксировать палочку, шпажку. Делаем вот такую вот капельку. И прям туда палочку вставляете. Мгм. Все, пускай она зафиксируется. Давайте пока я положу, потому что она застывает уже.
Она должна немножко застыть, да? Да, так, сейчас мы будем отсаживать голову. Прям давите на пакетик и отсаживаем. Забавное слово. Вот такую вот голову, как бы утолщаясь к концу. Мгм. Как бы делаем вот так вот мордочку. Такую. Такая она вот у меня будет немножко кривоватая. Ничего страшного. Но я думаю, да. Чуть-чуть ждем, чтобы голова у нас схватилась, потому что если мы будем отсаживать сразу же туловище, то масса сольется друг с другом, ну, то есть одна как бы фигурка получится. Нам нужно отдельно. Чтобы она, да, немножко схватилась, да? Давайте пока. В духовку. То есть теперь понятно, для чего нужна духовка, да? Да. Чтобы фиксировать температуру, да? То есть когда уже масса немножечко начинает подстывать, она уже становится такая, ну как резиновая, маленько плохо выходит из пакетика, то сразу же нужно в духовку. Она там более жидко становится, и все, все хорошо. Сейчас делаем туловище, отсаживаем. Также на палочку делаем такое толстенькое такое вот туловище. Примерно по размерам оно такое же, как и Как голова, да. Мы будем делать челочку и хвост. Я сейчас подготовлю пакетики цветные. Здесь уже вообще в каком хотите порядке, имею в виду по цветам. Челочку делаем, начиная отсюда. Вот так. Тоже чуть-чуть, буквально секунд 30 подождем, и можно уже другим цветом. Можно также пока параллельно отсадить хвост. Так, хвостик, да? Какой у меня хвост получился. Не самый красивый, но... Ну, ничего страшного. У вас еще челочка осталась. А, челку, точно, точно, точно.
делаем просто кругляшочки вот такие сюда. Раз и два. И передние просто вот так полосочки делаете в конце-то. Вот так вот чуть-чуть. Мгм. Ну, для красоты можно будет пяточки добавить. Копытца. Так, ну, если она немножко не отрывается, значит, она у меня застыла, да, наверное? Какая у меня получилась рука. Да. Вот. Можете копытца сделать. А, вот копытца. Мгм. А давайте фиолетовый сделаем, Давайте. чтобы они чуть-чуть отличались. Так, все, у нас остался только рог из отсадки. Он будет у нас желтенький. И его сделаем таким вот, как не одной целой, а тремя такими точечками, как будто бы, чтобы он фигурный был. Мгм. Так, он немножечко сложилось. Еще одну поменьше делаем. И самую маленькую. Вот. И осталось сделать мордашку. Давайте сейчас моей массы сделаем. Тут побольше осталось. Просто вот такой вот кружочек. Все, фигурка у нас пока подстывает. Далее мы будем разукрашивать. Так, ну что, мы приступаем к рисованию глаз. Что нам потребуется? Нам потребуется также, да, Красители, чуть-чуть водички питьевой, чтобы смешать, кисточки тоненькие. Ну, в принципе, все. Мгм. Ну и ваше воображение. Так, начинаем. Наверное, давайте сделаем носик, ноздри чуть-чуть, да, такие точечки. Чуть-чуть макаем кисточку в воду и маленечко в краску. Если много, можно вот так бумажку так Мгм. брать. Делаем 2 точечки, ноздри. Очень тонкая работа, когда рисую глазки, иногда рука даже трясется. Учитывая, что столько я нарисовала глазок всяких, все равно рука дрожит. То есть
все равно, да, процесс такой мелкомоторный, немножко как будто от опыта не зависит, да? То есть все, что вот есть на фигурках, все рисунки, это все прорисовывается вручную. Давайте сейчас я вам покажу, как рисовать легкие глазки, и я буду рисовать сложные. Усложненный вариант и упрощенный вариант Да. буду пробовать. Значит, легкий вариант. Давайте сделаем единорожку с такими закрытыми глазками и ресничками. Мгм. То есть мы рисуем вот такую вот дугу и ресничка, и еще одну. Вот так. Она улыбается как бы. Да, но и такие глазки закрытые. прикрытые. Мгм. Да. Или можно вообще легкий вариант, то есть вы рисуете такую полудугу и вот так вот реснички. Как вам проще? Ой, а мне нравится как будто второй вариант. Давайте, а я пока сделаю сложные. Открытые, красивые, большие глазки. Но и первый вариант мне нравится. Так, надо выбрать. А глаз один получается или два? Как у вас влезет? Можете вот здесь вот половинку сделать глазика, а там целый. Вот все равно рука трясется. И второй, да? Половинку. У меня тут пузырек как будто бы. Ну, такое бывает, да. Ничего Ничего страшного. Он, наверное, уже засох. Могу немножко сейчас, пока молчим, рассказать про маршмеллоу. Ну, если Давайте, конечно, чтобы. как хранится, да, то есть после покупки маршмеллоу. Лучше, конечно, его съедать сразу же. Но если вы хотите его хранить, то лучше в герметичной таре, в холодильнике, подальше от солнечных лучей, потому что очень быстро сохнет. А когда достаете из холодильника, нужно, чтобы немножко фигурки полежали при комнатной температуре, тогда они станут мягенькими обратно. То есть в холодильнике они такие твердые, и если, допустим, сразу же уронить, ну или бросить, она может разбиться. Разбиться. Так же, как она, когда засыхает, тоже становятся сухими и могут разбиться. Хранятся около 2 недель. Так, красивые глазки у меня будут сегодня голубыми. Следующий этап – это покрывание фигурки крахмалом. Мы ее покрываем, чтобы она в дальнейшем была такая матовая и не прилипала. Фигурка присыпается, так припудривается через ситечко полностью. Она должна немножечко полежать, подсохнуть, и потом мы кисточкой все это
Аккуратно Сотрем, да. стряхиваем. Уберем. Мгм. Сейчас отряхиваем крахмал с фигурки. Вот такая получилась единорожка. Сейчас они должны полежать часов 5, досохнуть. И, в принципе, уже можно их заворачивать в пакетики и упаковывать. Спасибо вам огромное. Ну а мы с вами не прощаемся. Увидимся снова. С вами был телепроект «Мы вам покажем».